Кто такой блогер вообще? То есть человек, который активно, там, имеет активную жизненную позицию, присутствует в интернете. То есть в интернете я довольно давно нахожусь, да, но в последнее время начало быть популярным слово блогер, да, то есть людей, кто в интернете больше, чем другие, и которых там читает определенное количество человек, и которым проявляется интерес со стороны интернет-сообщества, их называют блогерами, да, то есть те люди, которые активно делятся тем, что происходит в их жизни, активно транслируют это в интернете, вот этих людей называют блогерами. Наверное, все началось с передачи. Вот у меня была передача в интернете, топ-10 блогов за неделю, называлась «Кавказская паутина». Вот там я начал эту передачу размещать, анализировать блогосферу, анализировать посты кавказских блогеров, о них рассказывать. Вот, наверное, с этого больше началась активность уже. Потом появился интерес к фотографии. Вот уже как бы передача отошла на второй план, и уже мне интересно было фотографировать. Там, люблю путешествовать по мере возможности, рассказывать о том, что я вижу, скажем, в окружающем меня мире, и делиться с этим своими друзьями. Но если зайти на страницу Instagram, то можно увидеть много фотографий. А если зайти в ЖЖ, то можно увидеть подробные там, посты о каких-то моих поездках, в то же время там намного больше фотографий. То есть в Instagram не принято размещать там очень много фотографий, там размещать много спама, это не нравится пользователям. А в ЖЖ можно там скрыть этот пост как-нибудь, так компактно написать его и там разместить до 80 фотографий. Кому интересно, тот откроет, прочитает, прокомментирует и может там себе на страницу перепост сделать. Я люблю писать там о своих путешествиях, размещать фотографии, там, мне нравится что-то интересное увижу там в городе, я это сфотографирую, там, пишу какой-нибудь комментарий и там, размещаю. Ну, просто интересно поделиться с другими. Кто-то прям сильно зависит от того, чтобы им там поставили кучу лайков, да, там люди просто лайкозависимые люди тоже присутствуют. Ну, надеюсь, у меня этого нету, просто пишу то, что вижу, то, что мне нравится, и мне приятно, что тем моим друзьям, которые меня читают, и им это интересно. Те, кто пишут в блогах, это те люди, которые хотят привлечь, наверное, к себе внимание, привлечь внимание к своей там, личности, к тому, что они делают. Если это блоги какой-то компании, то они рекламируют свою продукцию, то есть логично, да? То есть какая-то там звезда шоу-бизнеса рассказывает о себе и как бы тем самым зарабатывает себе популярность. Нельзя называть это ключом к успеху. Кто-то, скажем, будучи уже успешным, начинает заводить свой блог и пишет о том, скажем, насколько он успешен, делится с этим с другими. А некоторые люди, наоборот, просто заводят блог и через него пытаются себя там как-то раскрутить, наверное, распиарить. Для меня это просто скорее больше интерес, наверное, как хобби. Этим занимаюсь, но в то же время чем больше у меня появляется читателей, да, например, в блоге, тем больше появляется возможность, например, рекламировать какие-то свои там бизнес, какие-то там продукты. То есть я вполне могу там размещать там какие-то анонсы, то есть там о каком-то событии оповестить своих друзей. Это очень удобно. Нет такого понятия, чтобы блогер имел какие-то обязанности. То есть довольно-таки независимый человек, например, ты там, кто-то еще, может просто транслировать свою личность. Вот, кто он есть в жизни, да, он тот же и в интернете, по сути говоря, можно составить какой-нибудь социопортрет этого человека, судя, посмотрев на его блог, по его деятельности, посмотреть, кто этот человек, чем он, скажем, какие его интересы в жизни. Люди, которые пишут там заказные посты, да, этих людей очень не любят, например. Люди не любят навязчивую рекламу в блогах. Есть, например, реклама, которые заказывают у топовых блогеров, они за это получают деньги, они там, некоторые блогеры прям пишут у себя в начале поста, пост оплачен, и очень интересно могут расписать о какой-нибудь там продукции, да, там как-то интересно об этом написать, это называется джинса, и вот тогда это не раздражает, это людям интересно. Вот за счет этого тоже интересно бывает, скажем, читать тех или иных блогеров. После того, как я начал присутствовать в интернете, буквально начиная с этой передачи, потом начали там узнавать на Кавказе, когда ты ездишь на какие-то различные мероприятия, там, по нику тебя узнают, это же ты, и даже не называя твоего имени, говорят, это же ты, там, по такому-то нику. Идешь по улице где-нибудь в торговом центре, к тебе подходит совершенно незнакомый тебе человек, там, здоровается и начинает спрашивать о том, как дела, там, и так далее. И, естественно, бывают такие интересные ситуации, когда тебя узнают, потом начинаешь потихоньку узнавать, кто этот человек, и оказывается, что он тебя просто читает в блоге. То есть там, на самом деле в интернете уже не все выкладывают свои фотографии, люди просто могут на тебя подписаться под каким-то ником, даже не под именем,
потом там, на улице подходит, и ты думаешь, ну, такие ситуации тоже бывают. Ну, если говорить о том, что мне интересно писать, то я не люблю писать негативные новости. Есть блогеры, которые там ищут специально скандалы, ищут все самое нехорошее, и вот это там размещают. Но это действительно популярно, людям нравятся скандалы, людям нравится, скажем, все вот это вот, весь этот негатив, он популярен на самом деле. Ну, я стараюсь этого не делать, мне не хочется засорять там негативной информацией свой блог. Я люблю писать о том, что позитивно, и чтобы людям показывать плюсы нашей жизни, нежели минусы. Благодаря тому, что я присутствую в блоге, я уже там, побывал в туре, вот этом блог-турах, о которых я говорил по Северному Кавказу. Мы писали о достопримечательностях Кавказа, ездили по Кавказу и, соответственно, писал об этом блоге. Ну, наверное, если бы я не был бы блогером, скажем, да, так, то, наверное, в этих турах я не побывал бы. Я объездил, посмотрел практически все там достопримечательности на Кавказе, которые бы я просто так никогда бы не поехал, наверное, не посмотрел бы. Вот в этом плане был большой плюс. Ну, в каком бы городе я ни был, мне все-таки мой город ближе, мне он нравится, мне всегда хочется приехать к себе домой, мне мой Грозный, он намного приятнее любого другого города. Я Рейна Алиева, родом из Дагестана, живу в Чеченской Республике уже 13-й год. Вот. Подполковник в отставке, кандидат юридических наук, в настоящее время работаю доцентом кафедры правовых дисциплин в Чеченском государственном педагогическом институте. А также хобби у меня люблю писать, как их называют сейчас, являюсь блогером. В основном я пишу в живом журнале и в Инстаграме, а также есть аккаунт в Твиттере, который, кстати, в интернет-премии «Прометей» в этом году занял 3-е место. У меня вообще много дневников, которые я писала, да, от руки, время шло, и уже интернет, он вошел, компьютеры в жизнь. И какой-то момент мне пришла в голову мысль, что было бы лучше, если бы я это письменно фиксировала бы. И где-то в апреле 2008 года я завела дневник себе на Гугле, на блогспоте. Обычный пост про добрый вечер. Прямо сейчас нахожусь в ресторане «Палаццо». Я периодически писала о том, что у нас происходит в республике. Когда я выезжала за пределы, когда узнавали, что я живу в Чечне, все говорили: а как у вас там, налаживается ли жизнь? И мне хотелось написать о том, что у нас все хорошо, что республика процветает. Я так писала, выкладывала понемногу фотографии, и так развивался блог. У меня страница, она больше такая позитивная, я стараюсь писать о хорошем, о добром, о проявлении человечности. И также у меня есть еще одно хобби, я люблю путешествовать, путевые заметки мои, те места, в которых я была, свои впечатления, эмоции, фотографии, так вот. Для некоторых, может быть, и дань моде, бывает некоторые, например, сегодня как раз мне написали, а как завести ЖЖ,
ну вот хотели бы, вот, ну не знаю, но у каждого свои цели. Например, у некоторых блоги, они монетизированы, они зарабатывают на этом, да, вот есть вот, чтобы преподнести свой бизнес, ну у меня такого бизнеса нет. Обычная, ну, площадка для самовыражения своих мыслей, по крайней мере, для общения, чтобы поздороваться со всеми, пожелать здоровья, вот, поздравить с днем рождения. Я вчера была в Колизее, и как раз, ой, вы, Ирина, можно я с вами сфотографируюсь? Ну, не знаю, как-то, ну, я говорю, конечно, можно, и я вас читаю, потом, когда человек называет, как бы человека, не сколько по имени, а как вот никнейм, да, вот, я говорю, ой, я вас читаю. У нас есть такой замечательный фотохудожник Абдуллах Берсаев. Вот в этом году он занял, по-моему, первое место в Инстаграме на Прометее, потому что через Инстаграм о нем узнали все, можно сказать. Его фотографии, вот глава республики заметил, поддержал, да, вот он действительно показывает красоту нашей Родины, да, вот Чечни, вот Кавказа, гор. И вот, ну, я считаю, вот он, например, завел, а там, например, есть Инстаграм, там магазины себе заводят, да, для продвижения своего товара. Ну, каждый какую-то свою цель преследует. Про себя я могу сказать, что, ну, как бы заказной какой-то, да, вот, я лично не пишу, я предпочту промолчать, ну, нежели, ну, как бы написать там, приукрасить или что-то, я могу как бы не участвовать, да, воздержаться от записей. У меня есть определенный круг, как бы, да, который я читаю, вот, ну, мнению которых я уважаю. Вот, это Бувайсар, Восход ЧР, вот Смескир Юрта, потом Заура Цицаева я читаю периодически, Ибрагим Заурбеков, потом Алим Калибатов. Я читаю вот портал skfo.ru, Артур Айдуев, ну, пятигорский у них этот портал, но они стараются объективно освещать дагестанских блогеров, я читаю, и наши, как бы, да, вот местную прессу я читаю в электронном, как бы, варианте. Вот, но негативно, вот, которые пишут, вот, ну, если честно, я вот не читала. Город Грозный. Я его видела, когда он был разрушен, когда даже говорили, что нецелесообразно его восстанавливать. И можно сказать, он вот как птица феник возродился из пепла. Вот все самое вот это, ну, как сказать, тяжелое время я была здесь, и сейчас я смотрю, вот, да, вот, жизнь наладилась, люди радуются жизни, вот, готовятся там к Новому году встречать. Я даже вот, когда я еду, я вот со стороны Дагестана, я пересекаю мост Гирзели, мне уже даже дышится по-другому. Я не знаю, вот иногда меня обвиняют, что я вот как бы, ну, не патриотична по сравнению, как бы, ну, по отношению к Дагестану. Вот я родом с Дагестана, аварка сама. Ну, я не знаю, да простят меня, как бы, мои земляки, но я люблю и Дагестан, но вот как-то, я не знаю, здесь все родное.